Здравствуйте, меня зовут Кибатбаев Даниэль. Я студент второго курса группы Г81А. Сейчас я вам расскажу о своем прадедушке, который участвовал в Великой Отечественной войне. Его зовут Кибатбаев Оскар, 1904 года рождения. На фронт был призван из Семипалатинской области в июле 1942 года. Вот его маршрутная карта. 1942 год. Сражение за Харьков. Сталинградский фронт. Июль. Сталинградская битва. Начало. Декабрь. Котельниковская операция. Разгром немецко-фашистских войск на внешнем фронте. Отброс их на 150-200 километров. 21-я армия, в которой состоял мой Аташка, прорывает кольцо обороны врага. 1943 год. Январь. Противнику предложена капитуляция. Противник отклоняет. Ведутся ожесточенные бои. Март. Донской фронт. Бои. Июнь. Воронежский фронт. Бои. Август. Курская битва. От города Пролетарский на город Богодухов. Ноябрь. Второй Прибалтийский фронт. Под городом Невель. И западнее. Бои в Курляндии. Очень тяжелое ранение. ЭВК-госпиталь. Южный Урал. Город Молотов. 20 февраля 1944 года уволен из действующей армии по ранению. Выписан из госпиталя города Молотов 6 июня 1944 года. Он прошел с боями 200 дней и ночей Сталинградской битвы. Затем в составе 6-й гвардейской армии участвует в контрнаступлении под Курском. Далее обороняет город Невель. В составе 2-го Прибалтийского фронта. Каждый год наша семья ходит на бессмертный полк. В памяти об Аташке мы храним и передаем его рассказы о войне. Вот пару рассказов. Всю холодную осень, начало зимы сражались в разваленных городах, селах, за каждый метр земли, за каждый дом, за каждый подъезд. Иногда в таких боях нас спасали от фашистских пуль и мин не только окопы и стены зданий, но и горы трупов на улицах, площадях. Про себя говоришь: прости, друг, ты спасаешь меня, и перебегаешь дальше. Да, и такие на врага бывали атаки. Когда окружали немцев, чуть не перестреливали своих. Мы даже не знали, что взяли их в котел под склоном горы. В следующем году точно такие же тяжелые бои мы вели около пункта с надписью указателя с интересным названием «Богодухов». Где-то ближе к Курску. Прикинули, что Бог с нами. И там бились за каждый метр. Вообще, нашу часть часто перебрасывали с одного фронта на другой. Мы теряли еще днями и ночами, бои да бои. Удивительно, 5 раз был ранен и 4 возвращался в бой. После каждого ранения направляли свою дивизию, но каждый раз в другой полк. 5-е ранение было очень тяжелое. Получил при взятии города Белград. По его воспоминаниям, рота находилась в укрытии возле трассы, которая обстреливалась немецкими снайперами. Командир отдал приказ перебежать через дорогу поодиночке. 1-й и 2-й солдаты были убиты вражескими снайперами. 3-м назвали мою фамилию. При пересечении дороги я получил сильный удар, который свалил с ног, и я упал возле нашего убитого солдата. Боль была невыносимая, но приходилось терпеть, так и при малейшем движении снайпер вновь открывал огонь. Когда наши начали артобстрел и пошли в атаку с криками «Ура!», я закричал, и меня вытащили из зоны обстрела. И на шинели девочка-медсестра, совсем ребенок. После я потерял сознание. Очнулся в полевом госпитале. Разрывная пуля раздробила кость выше колена. Аташка был награжден медалями за оборону Сталинграда, за отвагу, за победу над Германией. Благодаря отваге и мужеству моего Аташки и любви к родине, я могу с гордостью сказать, что я потомок героя.